Как говорил Конфуций, добродетель не останется в одиночестве. У нее всегда найдутся соседи. Именно этой фразой можно охарактеризовать доноров крови, ведь они спасают тех, чья жизнь висит на волоске. Донором нужно быть каждому здоровому человеку, так как общество должно строиться на помощи нуждающимся людям. Именно так считает студент Сыктывкарского кооперативного техникума Григорий Султанов. В рамках акции «Ко дню студента» юноша впервые сдал кровь. Вдохновил Григория его отец, в прошлом почетный донор. Также доброволец отметил, что в дальнейшем он продолжит посещать центр. К нам относительно недавно в аудиторию вошел преподаватель по истории и рассказал о такой замечательной возможности на День студента прийти и стать донором крови. Я подумал, что надо же какой-то след от себя оставить в этом мире. И я довольно сильно люблю помогать людям. Думаю, что кому-то эта кровь будет намного нужнее, чем мне. Григорий стал одним из 40 студентов, которые поучаствовали в акции. Сдать кровь решились обучающиеся как средних профессиональных, так и высших учебных заведений Сыктывкара. Как отмечают сотрудники центра, акцию планируют сделать ежегодной. Сейчас их основной контингент – это люди среднего возраста, а подобные мероприятия помогут привлечь молодые кадры для кроводачи. Молодежь подтягивается, но часто она теряется. Так, эпизодически приходит. В основном люди от 30 до 45 лет. Да. Молодежи, я считаю, что нужно чаще сдавать, конечно, да. Это было прекрасно. Однако, чтобы сдать кровь, дожидаться подобных акций не обязательно. Это можно сделать в любой момент. Главное – учесть несколько требований. Перед кроводачей добровольцы обязательно проходят осмотр у врача и сдают анализ крови. Также для донации необходимо быть совершеннолетним, весить не менее 50 килограмм, соблюдать диету за 1-2 дня до посещения центра и не иметь медицинских противопоказаний. У нас медицинские противопоказания есть как временные, так и постоянные. Постоянные – это злокачественного образования крови и органов, инфекционные заболевания, когда-либо ранее перенесенные. А есть также временные противопоказания. Это перенесенные ОРВИ. После выздоровления мы принимаем через 30 дней, и мы принимаем через 120 дней после удаления зубов. Также временным противопоказанием являются нанесение татуировок, иглоукалывания и лечебные процедуры. Подробно со всеми отводами можно ознакомиться у докторов в донорском отделе. По словам заведующей донорским отделом Светланы Гайсиной, ежегодно центр принимает от 9 до 11 тысяч активных доноров. У каждого из них может быть от 1 до 6 донаций крови за год. Помимо этого, отдельно можно сдать и ее компоненты – плазму, эритроциты и тромбоциты. Также каждые 2 недели центр обновляет донорский светофор. Это таблица сведений о потребности в конкретных группах крови. Чаще всего у нас требуется компонент для пациентов тромбоцитный концентрат. Каждый день поступают заявки. На данный момент 12 заявок на сегодняшний день, различные группы крови. И чаще всего потребность в таком компоненте у гематологических пациентов. Найти донорский светофор можно в группе службы крови Сыктывкар «Я донор Коми» в социальной сети ВКонтакте. Там же вы сможете ознакомиться с перечнем отводов и правилами подготовки к донациям. Софья Мальцева, Егор Никишин, учебное телевидение СГУ.